оно становится более плотным и отличается от самого цельного молока изначально, когда оно было. Молоко нагрели до 43 градусов, засыпали закваску для его ферментации, оставили на час. Так проходит первый этап приготовления брынзы. Сыра, который не является традиционным абхазским, но при этом имеет хорошую рыночную перспективу. Проектный офис ФАО передал в дар агроинженерному факультету Абхазского госуниверситета оборудование для производства сыра. Это стол и, собственно, сыроварня. В настоящий момент при поддержке проектного офиса ФАО в Сухуми проходит мастер-класс международного эксперта Стояна Врачева для студентов-технологов по изготовлению брынзы. Такие мастер-классы имеют особое значение, так как у студентов есть возможность углубить свои знания в области сыроварения, а также поучиться у лучших международных экспертов. Опыт международных экспертов, а также практическое обучение принесут пользу их будущей карьере, а также помогут продвигать устойчивые методы ведения сельского хозяйства в Абхазии. У студентов была уникальная возможность на практике разобрать все этапы производства брынзы, задать интересующие вопросы, узнать о том, как небольшие изменения в процессе могут повлиять на конечный продукт. Сейчас обычным ножом разрезаем сгусток на кубики, приблизительно там в районе 2-3 сантиметров на глаз приблизительно. Но это делаем достаточно спокойно и нежно, не повреждая сам молочный сгусток, потому что тот сыр, который мы делаем, он от этого... Не надо получится сырный порошок. Эксперт, имеющий многолетний опыт работы в молочной промышленности, поделился ценной информацией и знаниями о процессе производства брынзы. А наличие оборудования позволит учащимся АГУ отработать все эти тонкости. Ну, у нас все традиционно делают в домашних условиях молочную продукцию, но любая дисциплина, она имеет как бы научный уклон. Здесь все как бы на высоком уровне. Во-первых, здесь мы видим специалиста высокого уровня, который нам показывает международные стандарты, то есть то, что производит во всем мире, общие стандарты. И, конечно же, мы тоже хотим производить молочную продукцию такого же качества. Мастер-класс длился весь день, ведь от момента закваски сыра до укладки его под пресс проходит несколько часов. Под прессом брынза должна находиться строго определенное время. Ровно столько, чтобы кислотность не превысила предельно допустимых значений. Степень готовности проверяют лабораторно. И сейчас отчитаем, было у нас 7, сейчас 8 и 6. Получается 16 деление разницу. Это 16 кислота, потерная. И сейчас нужно ждем 2 часа, кислотность будет до 50-70, и тогда мы порежем. Несмотря на богатую историю сыроделия, в Абхазии нет отработанного технологически процесса варки сыра. Но с развитием экономики и производств могут понадобиться специалисты и в этой отрасли. Благодаря помощи ФАО сегодня АГУ может выпускать специалистов, готовых организовывать и контролировать процесс производства сыра промышленных объемов. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.